Друзья, добрый день! Леди Колшин, с вами снова Ева. Сегодня у меня уже идет съемка, как видите, в другой комнате. Дело в том, что у меня на кухне уже начали пробивать бетон и будут идти там работы. Но пока там ничего снимать нельзя. Что можно снимать, я буду снимать здесь, конечно, здесь по хозяйству или еще что-то. Но, Каспер, тебе лишь бы хоть где-то поиграться. А ну, ну иди сюда, иди. Иди, я покажу тебя. Давно тебя не было видно. Вот побежал. Так, и, друзья, я сейчас поставлю то, что я записывала еще, наверное, неделю тому назад, когда как раз у меня была, у нас была свадьба у племянника. Тогда мне прислали эти семена. Я сейчас поставлю этот ролик, как я снимала, поэтому хочу вам предупредить вас, что это снято раньше, но у меня никак не... Я просто хотела сначала сняла и хотела сразу выложить, а потом думаю, в день, когда буду сажать, тогда и выложу. Я не знала, что так долго не буду сажать эти семена, много чего у меня за это время происходило, я просто не успевала. И даже Оксана мне написала, почему вы не сажаете семена. Руки просто не доходили. Землю позавчера еще купила, но даже и вчера, и позавчера не успевала, потому что были заказы и на полуфабрикаты, и по дому никак, понимаете? Вот так. Вчера тоже легла в 2 часа ночи, только выполняла заказ. И, к сожалению, они у меня даже не замерзли сегодня, не знаю. Отправила в коробках. Разложила по коробочкам и отправила, чтобы от заказа не отказались. Значит так, купила землю. Сейчас поставлю сначала ролик, а потом сниму, как я буду сажать. Как я буду сажать, в принципе, ничего нового я никого не смогу научить. Но просто покажу, что я сегодня делаю. Вот такие вот купила контейнеры маленькие. Сделала горячим гвоздем дырочки для того, чтобы водичка стекала. И у меня как-то был вопрос... А потом, куда вода, под нее что-то ставить или нет. Дело в том, что пока семена не начинают прорастать, подливать больше воду не приходится. Просто только опрыскивать сверху, чтобы был влажный грунт. А когда уже всходы взошли, их нужно открывать, я тогда вот так вот, как раз крышка и отлетела. Вот так вот делаю поддон из этой крышки, и очень удобно. Видите, вот так вот. Бывает удобно. Еще ее можно просто прикрепить вот так вот и застегнуть. Вот так вот, друзья. Она говорит, что это хорошие помидоры, низкорослые. Это ее семена, как я поняла. Поэтому будем сажать. Сейчас я поставлю ролик, который я снимала. Так, тут у меня вот такой вот циркон. Сейчас принесу свою пульверизатор. Налью этот циркончик. Там нужна капелька только нужна. И потом покажу. А сейчас включу, как я снимала то, что мне прислали. Друзья, сегодня мне моя подписчица сделала сюрприз. Я уже несколько дней не выпускаю никаких роликов, но как-то все-таки зашла в свой канал, зашла в комментарии, кто мне там написал, и смотрю, Оксана Мельникова написала мне, что она мне отправила семена, и сегодня или завтра они прибудут на нашу почту. И сказала, что все, что можно узнать на моей электронной почте. Я узнала, посмотрела, оказывается, да, действительно, у меня на почте есть для меня вот такой вот конверт. Оксана написала, что смотрела ролик, где я сажаю помидоры, и она увидела, что я сажаю все высокорослые помидоры, и ей захотелось прислать мне именно вот эти помидоры, низкорослые и средние, и которые можно посадить в открытый грунт, что те были тепличные. Вот такой вот сюрприз мне сделала Оксана. Письмо мне принесли прямо на дом. Большое вам спасибо. Сейчас я его распакую и покажу, что там. Друзья, и смотрите, как красиво она мне, просто меня некому сегодня снимать. Она мне даже прислала посевной календарь. Вот такой вот. Может, кому-нибудь будет интересно. Немножко задержусь.
написала мне, что и как. Написала, что. И прислала вот так вот очень аккуратно. Представляете, степлером приклеила на открытку. И вот такие вот семена. Ну, прям так старательно все это сделано. Спасибо большое, Оксана. Простите, так. Огурец Trilogy F1. Так, огурец универсальный. Что тут? Не видно. Огурец Кураж F1. Огурец видите, как аккуратно степлером прикреплены к открыточке семена. Она их не подписала. Огурец Trilogy, по-моему, F1. Огурец Мурашка. Огурец Кураж F1. Мурашка F1. Так, это не видно. Кибрия F1. Так, это огурцы. Так, это Мальва Зебрина. Это цветы, как я поняла. Так, тут бархатцы. Алсу крупноголовные. Так. Нет, это не то. Короче, это бархатцы, я неправильно прочитала. Это мальва, я уже прочитала. Так, это астра. Это астра. Это капуста листовая мизуна. Капуста листовая тацой. Так, это помидоры алсу крупноплотные. Это помидоры хлебосольные. Они низкорослые все, как она говорила. Так, бурятские помидоры. Помидоры раннеспелые Валя. Помидоры Женечка. Так, помидоры украинские. Помидоры Лабрадор. Елисей. Помидоры Талисман. И помидоры Снегирь. Вот такие вот семена она мне прислала. Так, друзья, сегодня, конечно, я не смогу посеять. Буду сеять, наверное, может быть, завтра. Мне нужно купить землю. И еще с ней связаться как-нибудь, наверное, чтобы она мне сказала. Хоть она и пишет здесь, объясняет, вроде бы, что это нужно посадить в грунт. Но вот она говорит, что мы выращиваем под пленкой весной, накрываем пленкой от заморозков. Ну, посмотрим, короче, друзья, вот так вот. Так, друзья, я наполнила контейнеры землей, пролила их водой. И сейчас будем сеять сюда помидоры. Так, значит, принесла воды, пипеточку. И нам нужна буквально капелька его. Все. К сожалению, у меня нет маркера. Я попросила Ибрашку, чтобы он мне купил. Обычно я маркером подписываю. Так. Валя раннеспелый, высота 70-80 сантиметров, красный. Так, открыла все пакетики, чтобы вас долго не занимать ваше время долго. Так, я называла Валя. Вот он. Так, семян не очень много здесь, но как раз вот эту плошку мне, наверное, хватит. Их больше и не бывает и в пакетах
Так, я не знаю, вы, наверное, слышите, у меня тут еще цыплята пищат. У меня вывелось 16 цыплят еще позавчера, я вам их не показывала. Каспер, балуешься ты у меня? Так, ну не буду у вас отнимать много времени. Посажу этот кулечек, а потом остальные все посажу и покажу вам, наверное. Я не знаю, как-то примерно сажаю их. Я вам покажу, что у меня с остальными. Взошли, вроде бы хорошо. Уже можно, в принципе, и пересаживать. Может быть, на днях я пересажу их. Те, которые сажала раньше. Жалко, конечно, у меня петуния не взошла. Так, ну все. Сейчас остальные посажу и покажу вам. Перчатки. Вчера ходила в магазин и забыла себе перчатки купить. Вот теперь, друзья, вот так вот я посадила семена помидорчиков. В каждой коробочке пока положила листочек, который был. Видите, помидоры у меня называются снегирь, алсу, хлебосольные, женечка, лабрадор, талисман, украинские, валя, бурятские и Елисей. Также я посадила капусту на рассаду, которую она мне прислала сейчас. Вот она, капуста листовая тацой. Вот эти вот коробочки, это капуста. Так, это тоже капуста Мизуна Ред. Я не сажала такую капусту, вот посмотрим. Вот эти 4 коробочки, эти. Я их пока по отдельности оставлю, но надо будет, чтобы купили мне все-таки, как его, маркер нет у меня. Сразу же я и бархатцы посадила. В принципе, можно было бы в грунт, но я посадила их на рассаду. Посмотрим, что получится. И астры посадила, видите, в 2 коробочках. Правда, густовато, но как только взойдут, нормально пересажу. И здесь еще мальва такая. У меня растет в огороде, нет-нет, да сама самосевом вырастает мальва. Тоже насыпала много, потому что уже не было коробочки. Тоже, как зайдут, быстро пропикирую. Вот так вот целый стол рассады у меня получился, как видите. Сейчас я их хорошенечко пролью. Сейчас, наверное, на штатив поставлю. Ну, вот так вот, не пролью, а спрысну водой, вот так вот, по-моему, должно быть видно. Так-то у меня влажный грунт, ну, просто немножечко, чтобы семена цирконом попрыскать немножко, как бы без фанатизма, брызну водичкой. А потом насыплю сверху землю и тоже опять брызну. Теперь вот сверху, так, ну должно быть видно, наверное, вот так вот присыплю землей. Это у меня универсальная земля называлась, для рассады, для цветов, вот для чего. У нас 10-литровая такая вот, такой мешочек салофановый стоит 100 рублей. Ну, кое-где можно и за 80 купить, но покупали у меня мальчики. Они не знают, где можно купить. Смотрим, что из них вырастет. Надеюсь, я вас, Оксана, не подведу. Еще раз вам большое спасибо за семена, за то, что вы про меня вспомнили. Вам захотелось мне сделать такое приятное. Огромное вам спасибо. Так, ну дальше я откручусь. Так, друзья, я присыпала землей хорошенечко, ну не хорошенечко, так на сантиметр-два.
уплотнила, утрамбовала. И теперь вот так вот сверху опрыскиваю их, смачиваю. Ну, тут я уже смочила. Вот так вот. Так, и я в этих плошках вот ошиблась, сделала дырочки с этой стороны, где она пониже. Мне пришлось сделать с этой стороны еще дырочки, а эти я склею скотчем, но опять-таки у меня на данный момент скотча нет. Придется или мне самой идти в магазин, или просить Ибрашку, чтобы Ибрагиму, чтобы когда будет идти домой, он мне принес. Все. Так. Семена у меня остались теперь только огурчиков, которые она прислала мне. Видите? 2, 3, 4 вида их. Огурчики пока я сажать, конечно, не буду. Но огурчики тоже мне хочется посадить, наверное, сначала сделать рассаду, потому что жалко. Я думаю, это хорошие сорта, поэтому из них я буду делать рассаду, но намного позже. Так как у меня теплиц нет, парников нет, буду делать эту рассаду, чтобы высаживать сразу в грунт. Вот так вот. Все, пока положим. Своего времени будет ждать. Так, значит, я сейчас закрою их вот так вот. И вот так вот положу. А потом, когда придет Ибрагим, напишу маркером и уже поставлю, наверное, на окно. Пока в комнате у меня очень тепло, так что не мешает, что здесь стоит. Так вот. Ну все, не буду больше занимать вашего времени. Ну и вот, мои хорошие, работа моя закончилась. Посадила все, что мне прислано было. Этого я буду заклеивать скотчем. А потом, как раз, когда уже будут всходы зайдут, это будет даже хорошо, чтобы поступал воздух. Ну, а пока придется заклеивать скотчем. Это я просто неправильно сделала дырочки, потому что здесь было шире внизу, а наверху коробочка уже, поэтому. Вот так, вот мой объем работы. Ой, мне надо еще вот этот вот цветок пересадить, если честно, друзья. Очень маленький горшок у него. Смотрите, какой маленький. Совсем маленький горшочек. Вот, друзья, моя рассада. Как видите. Вот, все, что я посадила, зашло. Это острый перчик. Один комнатный. А второй такой. Я болгарский перец еще не сажала, представляете? Но у меня никак руки не доходят. Если честно, и места нету. Темно, они очень плохо растут. Видите, все равно, вот, хотя у меня есть фитолампа, вот такая вот, но все-таки не хватает цвета. Видите, рассада вытянулась. Я их пересажу на днях, может быть, завтра, может, послезавтра. Точно не знаю, потому что работы по дому хватает. Это цветочки. Это бальзаминчики, вот эти вот. Тут вот 3 герань, пеларгонии и вербена, вот несколько штук. Петунии, и те, которые зашли петунюшки, я их не сохранила. Они у меня пропали. Вот так вот, друзья. Ну все, посадочная. На сегодня посадка растений у меня закончилась. И еще раз хочу сказать огромное спасибо Оксане. Так, друзья, просили меня показать птичку. Покажу этих сегодня. Видите, уже подросли, правда. 7-8 я из них потеряла. Не знаю, сегодня налила им байкокс. Может быть, что-то, потому что я ничего им не давала. Не старшим мне этим, обычно я им даю препараты, конечно. Но вот решила дать байкокс. Не знаю, что с них будет. Вчера и сегодня вроде бы ничего. Ну, не потеряла ни одного, и вроде бы нет больных следов. Шутки.
видно. Вот так, видите? Шеечки. Галя. Специально для тебя показываю птичку. Вот они уже подросли. Но остальных не буду показывать. Это я зашла, чтобы взять отсюда тяпку. Идем в огород подпушить чеснок. Видите, открыла дверь, им уже холодно. Ну все, вот она, моя птичка. Будем надеяться, что они вырастут здоровыми. Вот, друзья, вот о чем я говорила. Видите, как будто бы, ну, видимо, подмерз, как будто бы его высохло. Как будто вы видите, как будто бы сгорел чеснок, как такое впечатление. Это, видимо, то, что вот он же хорошо, у нас стало тепло резко, хорошо проклюнулся, пошел в рост, а потом такой снег. Мне кажется, все-таки это. Но я надеюсь, что он все-таки вырастет. Сейчас подпушу немножечко и будем смотреть, что будет дальше. Видите, здесь огрехов много. Это потому что, когда, помните, я говорила, что соседская лошадь, вон она, привязана еще к моему забору все-таки, сделала мне тут таких делов. Побегала по моему огороду. И там теперь огрехи. Ну, делать нечего. А видите, какие у меня были осенью глыбы в огороде. Видите, какая пушистая земля. Прям. У нас, во-первых, очень хорошая земля, чернозем. Видите, какая она мягкая. Сейчас ногой немножко так вот, прямо сыпется из-за того, что вот были морозы, снег. Все-таки надеюсь, что в этом году урожай у нас будет хороший. Мягкая-мягкая, как пушинка земля. Ну, сейчас пойду я подпушивать. Видите, какая мягкая-мягкая земля, прям как пушинка. А там, где образовались огрехи, я, наверное, посажу лучок. Завтра, скорее всего, поеду на рынок за луком. Так, не было видно, что земля мягкая. Хочу все-таки показать. Смотрите, земля очень мягкая, видите? Прям вот так и хочется подпушить, посадить. Сезон пошел, друзья. Друзья, закончила я пропалывать, вернее подпушивать свой чесночок. На этом сегодняшний свой ролик я закончу, наверное, попрощаюсь с вами. Дачный сезон или огородный сезон, у меня не дача. У меня сегодня начался, получается, с чесночка. И будем надеяться, в этом году у нас все будет хорошо, урожаи у нас будут очень хорошие. Погода будет очень хорошая, и Всевышний нам поможет вырастить богатый, вкусный,
полезный урожай, я надеюсь, у всех, у всех. Желаю вам всем удачи, мира и благоденствия. Ну, друзья, вот как-то так.